Здравствуйте, в эфире новости телекомпании Тува-24, в студии Мадр Сандан. Правительственная комиссия во главе с Владиславом Хавалыгом сегодня работает в Тоджинском Кажуне. В Рио главы республики и члены Кабинета министров вместе с местной администрацией побывали во всех важных объектах, в том числе на предприятии Лунсин, Кажунной больнице, на Тоджинском участке ООО «Дизель», местной школе, осмотрели также строящийся мост через Енисей. В отдаленном и труднодоступном Кажуне сейчас работает наша съемочная группа. С места событий передает Даян Дальсюрюн. Съемочная группа телеканала Тува-24 ведет работу в селе Торохем Тоджинского Кажуна. В Рио главы Тувы Владислав Хавалык в рамках рабочего визита посетил промышленные и социальные объекты для того, чтобы ознакомиться с задачами, решения которых необходимо для дальнейшего развития Кажуна и республики. Первым объектом стал ООО «Лунсин», входящий в лидирующую пятерку по налогоотчислениям в казну республики. Однако социальные вопросы заняли большую часть времени. Тоджинская ЦКБ нуждается в расширении штата узких специалистов, в обновлении медицинского оборудования и помещений. Средняя школа села Торохем силами Кажунной администрации ведет строительство дополнительных помещений для столовой и спортивного зала, в свою очередь для которых необходимо закупить дополнительное оборудование. Перебои в электроснабжении также не остались без внимания правительства. Наиболее острым вопросом Кажуна, однако, является дорожная доступность. В Рио главу Тувы посетил строительство моста через Большой Енисей. На данный момент перевозками людей занимается местный паром. В Туве для работников здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и ряда других специальностей, которые по роду своей деятельности наиболее подвержены риску заражения COVID-19, введена обязательная вакцинация. Органам исполнительной власти поручено разработать графики вакцинации, в соответствии с которым региональный Минздрав будет планировать выезды в организации и на предприятия. Тему продолжит Айрасат. За последние 5 недель в Туве отмечается значительный рост заболеваемости COVID-19, причем во всех возрастных группах. Как показывает статистика, чаще всего болеют люди трудоспособного возраста. Сегодня, 20 июля, в Туве выявлено 190 новых случаев заболевания COVID-19. 16 из них – дети до 17 лет. От общего плана полным курсом сегодня привиты 44% населения. Как сообщает главный санитарный врач Тувы Людмила Сальчак, охват людей, которые работают в сфере торговли, транспорта и других услуг, остается крайне недостаточным. Какие группы подлежат обязательной вакцинации? Работники медицинских организаций, оздоровительных лагерей, социальной сферы, учреждения культуры, досуга, спорта, служащие, работники транспорта общего пользования, такси, аэропорт, автовокзал, работники сферы обслуживания, торговля, общепит, производственные цеха пищевой продукции, работники сферы услуг. Это и парикмахерские, то есть бытовое обслуживание населения, это и гостиницы, турбазы, и различные бытовые объекты, это сауна, бани. Также работники многофункциональных центров, клиентские подразделения финансовых организаций, почтовых отделений, единых расчетных центров, центров сотовой связи, работники жилищно-коммунального хозяйства, энергетики. Привиться от коронавирусной инфекции обязаны также госслужащие, муниципальные служащие, работники органов власти и подведомственных организаций, депутаты республиканского и муниципального уровня и учащиеся среднеспециальных и высших образовательных учреждений старше 18 лет, а также лица старше 65. Вакцинацию данных групп граждан полным курсом с обеспечением охвата не менее 60% планируется провести с 15 августа по 15 сентября текущего года. Сегодня лечение от новой коронавирусной инфекции получают свыше 5000 человек. Из них в стационарах находится более 1400 пациентов, 272 человека в тяжелом состоянии. В средней степени 1189 человек. На кислороде в настоящий момент у нас находится 246 пациентов. Из них на ИВЛ всего 41. Коечный фонд у нас свободный в настоящий момент составляет 17,3%. Всего развернуто на сегодняшний день 1767 коек стационарных. Госпитализировано за сутки 116. Тем временем в столице продолжаются профилактические мероприятия для выявления лиц, которые не соблюдают указ в Рио главы Тувы об ограничениях. Так, рейдовыми группами
уровне мэрии вчера было проверено свыше 60 объектов. В результате составлено 4 административных протокола. Также совместной рейдовой группой правительства, МВД и Росгвардии был закрыт один из торговых центров столицы, а предприниматель, который отказывался приостанавливать деятельность, вызван для составления протокола в мэрию города Кызыла. Рейды показывают, что несмотря на запрет, некоторые объекты продолжают свою работу. Работа в данном направлении продолжится до особого распоряжения. Айра Сача, Ихан Нугак, Узелсарсерен, Тува-24. 16 июля в республике действует жесткий режим ограничений, введенный в связи с резким ухудшением эпидситуации по COVID-19. Особенно большой прирост дает Кызыл. В мэрии столицы проводятся ежедневные рейды, направленные на уменьшение риска распространения опасного вируса. Продолжит Сайгын Бирбю. Если на 13 июля темп распространения коронавируса в Кызыле составлял 40 случаев заболевания в сутки, то на сегодня он возрос до 106. Специалисты считают, что причиной этого является несоблюдение элементарных требований санитарно-эпидемиологической безопасности, особенно в местах массового скопления людей. Ранее мы просто обходились предупреждениями. В данное время принимаем жесткие меры. В течение 2 недель привлечено порядка 30 лиц, нарушающих требования указа главы. Составлены административные протокола по статье 3.18 КоАП Республики Тыва. Материалы направлены в мировой суд, и мировыми судьями будут привлечены к административной ответственности. За прошедшие выходные рейдовой группой мэрии Кызыла было проверено свыше 50 объектов, в том числе торговые центры, точки общественного питания и магазины. В результате проверки со стороны работников кафе и парикмахерской выявлено 2 нарушения правил, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Перчатки всякие разные в ассортименте, маски у меня, многоразовые, одноразовые. Все нельзя запомнить. Да, желательно закройтесь. Хорошо. На нарушителей составлены административные протоколы по статье 3.18 Кодекса об административных правонарушениях Республики Тыва, по которой им грозит штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей. В основном продавцы, индивидуальные предприниматели понимают, что нарушили закон, и воспринимать все это адекватно. Рейдовые мероприятия будут проводиться до установления благоприятной эпидобстановки на территории Тувы. Сайгын Бирбю, Артыш Бартан, Ангар Оржак, Тува-24. Добавим, что за несоблюдение режима самоизоляции физическим лицам грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Предприниматели без образования юридического лица за нарушение ограничений могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 тысяч. Юридические лица от 100 до 300 тысяч рублей. В нашей республике необыкновенно чистый прозрачный воздух. Не спешите возмущаться. Летом это действительно так. Но с началом отопительного сезона от прозрачности небес нет и следа. Сажа, смог – это проблема знакома всем, но ситуация может поменяться в корне. Благодаря социальному проекту газификации Тувы надежда на постоянно чистый воздух есть, рассказывает Алдынкас Буян. Владислав Ховалык нашел поддержку в вопросе включения Тувы в проект социальной газификации на уровне председателя правления, заместителя председателя Совета директоров акционерного общества «Газпром» Алексея Миллера и генерального директора «Газпром Межрегионгаза» Сергея Густова. Акция была представлена главе «Газпрома» Алексею Борисовичу Миллеру. Губернатор также встречался с главой Межрегионгаза Сергеем Вадимовичем Густовым, получил от них одобрение данной концепции, поддержку. Для нашей малой родины получить поддержку от самого Алексея Миллера о включении Тувы в социальный проект газификации уже победа. К таким проектам подключают города-миллионники. Для усиления работы правительства в направлении газификации в Рио главы Тувы привлек на общественных началах специалиста Александра Пащенко, который имеет 12-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли, консультирует ведущие корпорации России и крупные иностранные компании. Борис Таевич очень оказал мне доверие. После практически сразу, в тот же месяц, как его назначили, он озаботился проблемой экологии в городе Кызыл, особенно
ростом заболеваемости на фоне увеличения выбросов вредных веществ при угольной генерации, мы совместно разработали концепт по газификации Республики Тыва, в частности, сначала города Кызыл, жирным природным газом. Пилотный проект социальной газификации планируют запустить уже в текущем году. Сейчас важно рассчитывать, как газ будет доставляться до потребителей. Но в любом случае глобальная экологическая проблема сдвинулась с мертвой точки. Наличие в республике сжиженного газа позволит избавить республику, а в частности Кызыл, от сажи и смога. А жителям значительно сэкономит время и позволит регулировать температуру дома и горячей воды самостоятельно. Выбросов, которые в городе Кызыл, особенно зимой, выбрасываются при угольной генерации, 10% занимает Кызыльская ТЭЦ, а все остальное, 90%, ложится на частный сектор и вот эти частные котельные. Чтобы эту проблему решить, будет создано одно или несколько станций разгазации сжиженного природного газа. Он, получается, будет поставляться там в контейнерах в сжиженном виде, то есть сжатым до 600 раз при температуре минус 160 градусов Цельсия. Там будет газ разгазироваться, поступать в сеть газоснабжения, и сеть будет доводиться до границ участка. Опыт по газификации в Туве первый, и требуется еще много встреч. Планирование, нужны расчеты. Но уже есть предварительное видение, какой микрорайон можно первым будет подключить к магистральным трубам. Это Южный, коттеджный поселок за верхней трассой, здание спорткомплекса Субидей, президентское кадетское училище. Первый маленький шажок сделан, впереди большая комплексная работа. Ведь планируется газифицировать и Кызылскую ТЭЦ. Алдын Казбуян, Артыш Бартан, Мирана Иргит, Тува, 24. Прокуратура Кахемского Кажуна проверила соблюдение законодательства в части сбора и вывоза мусора. Далеко ходить не пришлось. Стихийные свалки обнаружены в райцентре селе Сарысеп. Администрации вынесли предписание об устранении нарушений, но мусор был убран только после обращения в суд. Наша коллега Ирасат снова взялась за тему замусоренных улиц и убитых дорог. В своей авторской программе «Социальная панорама» она скоро адресует эти проблемы новому Министерству ЖКХ. Следите за новостной лентой Тува-24 на канале ОТР и в социальных сетях. Продолжаем выпуск. Недаром говорят, есть спрос, есть и предложение. Этими и пользуются алчные псевдопредприниматели, тайком поставляющие в республику контрафактную алкогольную продукцию и наваривающие на несчастье людей огромную прибыль. О борьбе с бутлегерством в эти непростые для республики дни рассказывает Сайган Вербю. За прошедшую неделю на дорогах республики инспекторами дорожно-патрульной службы пресечено 3 факта незаконной перевозки алкоголя. Из незаконного оборота изъято более 600 литров спиртосодержащей жидкости. Стационарно по суду ДПС Шевели инспекторами ДПС изъято 50 литров контрафактной продукции. В Зунхемджитском районе пресечена перевозка 636 бутылок пивной и винной продукции без соответствующих документов. 14 июля во время несения службы участковым уполномоченным полиции был выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции в одном из магазинов на улице Московская, столицы Тувы. При проверке торговой точки сотрудниками полиции была обнаружена партия немаркированного алкоголя. Накладные документы на товар продавец не предоставил. В ходе досмотра были выявлены пивной напиток «Белый медведь» объемом по 0,5 литров, 10 упаковок, то есть в одной упаковке 24 банки в объем по 0,5 литров. В отношении продавца возбуждено административное производство за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Всего за полгода сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 63 тысячи литров несертифицированного алкоголя и спирта. К административной ответственности привлечено свыше 800 граждан. Изъятая немаркированная продукция до решения суда передана на ответственное хранение. В дальнейшем, после принятия процессуального решения, контрафакт подлежит уничтожению. Мероприятия по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции, а также нарушений правил ее реализации будут продолжены. Сайгын Бербю, Кузел Сарисерен, Тува-24. Тем не менее, бесспорное утверждение, что спорт и здоровый образ жизни в Туве в самом хорошем смысле входит в моду. Причем не только среди молодежи, которые тянутся за своими кумирами. В строю остаются и спортсмены старой закалки, как сейчас принято говорить, 60+. Государство их стремления и начинания только поддерживает. Сегодня председатель Верховного Хурала Кангол Дава принял гостя из Красноярска, который попросил у парламентариев Тувы поддержку реализации интересного и нужного дела. Спортсмены на приеме спикера Тувинского парламента – частые гости. Сегодняшний гость из Красноярского края. Константин Казарин – бизнесмен, но сейчас он представляет поколение 60+.
Сегодня у нас в гостях наш друг, товарищ из города Красноярска прибыл, Казарин Константин Валерьевич. Вот он, прошу любить и жаловать. 2 года назад он основал хоккейный клуб «Енисейская Сибирь», в составе которого участники старше 60 лет. С нашей республики в хоккейную команду входят 3 земляков. Один из них – Афанасий Трояков, которому уже 70 лет. Иван Спешков как раз курирует хоккейные дела. Вот он такую идею кинул. Говорит, ребята, вот кто будет заниматься в клубе? У меня есть очень хорошая идея. Мы в 2019 году на апрель месяц он планировал поездку на Северный полюс и сыграть матч там. Говорит, в мире никто не играл в хоккей. Приедем, оденем форму в самолете и сыграем матч. Вот идея такая была. Но ковид, видите, помешал. А это уже активизировало людей всех в клубе. Все стали приходить, записываться там. И уже играть уже все не могут. Потому что по графику, нельзя же столько людей сразу, чтобы играть. И вот оригинальность от этого проекта еще заключается в том, что не просто играть, а еще и следить за здоровьем. Впервые свое предложение о доступном спорте для людей старше 60 Константин Казарин озвучил на конференц-связи Владимиру Путину, где президент Российской Федерации поддержал его проект. Бесплатно заниматься спортзалами, то есть спортивными объектами, которые есть и в республике, и в Тыве, в Хакасии, в Красноярском крае. Именно дать возможность людям приходить и свободно заниматься, потому что не у каждого есть возможность заплатить. И здесь уже это первый шаг, который мы хотим сделать. Это предоставить возможность организованными группами в определенное время приходить пользоваться теми или иными спортивными объектами. Исполняющий обязанности министра спорта по республике Субудай Монгуш отметил важность проекта. Президент Российской Федерации, а более граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, у нас в республике, к сожалению, данный показатель по данной возрастной категории маленький, это около 12%. Владислав Толшаевич первоначальной задачей для меня ставит, для нас ставит, для Министерства спорта ставит, чтобы спорт был доступен для всех групп, и мы будем абсолютно поддерживать. Насколько важно иметь физическое здоровье, рассказал врач Айдын Сарыглар. Как врач я скажу, что данный проект очень нужный и своевременный для нашей республики, потому что наша республика, она, как и по всей Российской Федерации, к сожалению, страдает от болезни системы кровообращения. То есть у нас по смертности на первом месте стоит болезнь системы кровообращения. И риском, как вы знаете, является гиподинамия. То есть как можно больше надо пропагандировать, популяризировать здоровый образ жизни, что данный проект и преследует. По итогу встречи в Туве будут создавать группы, которые, в свою очередь, распределят желающих пенсионеров по тем или иным видам спорта. Как только ситуация с коронавирусом стабилизируется, общественная организация «Доступный спорт 60+» начнет свою работу. Алдынкыз Буян, Чайхан Дунгак, Мирана Иргит, Тува 24. Уважаемые земляки, медицинские работники сейчас испытывают чрезвычайную физическую и психологическую нагрузку. Круглосуточная работа в красной зоне отнимает много сил. Бывает и так, что дополнительно к служебной нагрузке во время выездов они подвергаются давлению и даже агрессии со стороны пациентов. Врачи просят в первую очередь отнестись ответственно к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдать меры эпидбезопасности. Если вы обнаружили у себя признаки COVID-19, оставайтесь дома и вызовите врача, пишут они в своем обращении к жителям республики. Если нет ответа, просят набраться терпения и постараться дозвониться. Поверьте, наши медики делают все зависящее от них и нуждаются в поддержке каждого из нас. На этом у меня все. Будьте здоровы и до встречи!